свободной студии кандидат исторических наук Аслан Цуцеев. Добрый день, Руслан Сулейманович. Здравствуйте. Прежде всего хочу присоединиться к замечательным пожеланиям и поздравлениям с 65-летием, которые уже прозвучали в ваш адрес. И такой у меня вопрос, может быть, не совсем обычный. Когда-то у меня состоялся такой интересный диалог с одним местным парнем, русским, местным. И он такую фразу мне сказал: вот знаешь, мне в осетинах что не нравится? Такое предисловие меня очень удивило. Честно говоря, что тебе не нравится в осетинах? Он говорит: осетины не любят день рождения отмечать. Я говорю: если это единственный недостаток, то я согласен у осетин. Насколько я знаю, вы тоже не любите отмечать день рождения. Свой день рождения? Да, конечно, я говорю о вашем. Ответ очень простой. Отмечают праздники. Никого из тех, для кого мой день рождения был праздником, уже нет. В общем-то, наверное, вообще в осетинской традиции. Конечно, это не наша традиция, это поэтому это все. И как далеко не общеосетинский формат. Это тоже в каких-то локальных сообществах есть, в каких-то нет. То есть я думаю, что древняя мудрость не включает дней рождения. Вы занимаетесь профессионально и много лет кавказоведением, осетиноведением в частности. Кавказоведение я бы не включал в этот перечень, потому что ничем и никем, кроме как Алан Осетин, истории, культуры, Алане Осетии, я никогда не занимался. Насколько я знаю, вы хорошо знаете и традиционную культуру, историю других кавказских народов, поэтому без этого, наверное, не может быть. Можно знать, люблю читать обо всем этом, естественно. Я думаю, это наши общие интересы. Но когда меня называют кавказоведом, я испытываю некоторую неловкость, потому что за пределы осетинских сюжетов в своей, назовем это, научной работе я не выхожу. Преподавать приходится разные предметы, это понятно. И базовым, конечно, курсом для отечественного исторического образования является история России, всех народов России. Но, у каждого из нас есть конкретный выбор, выбор. Если человек выбирает эту профессию, то он выбирает и сферу занятий, то, что он изучает. Осетиноведению уже больше 200 лет, наверное. Или около того, конечно, больше. И, несомненно, очень много в этой области было сделано исследователями и отечественными, и зарубежными в свое время. Но мне кажется, что есть какие-то хорошо, скажем, разработанные проблемы, вопросы, а есть такие, которые, наверное, еще ждут своего серьезного исследователя, своего, так сказать, открывателя, может быть, даже первооткрывателя. На ваш взгляд, какие проблемы такие перспективные, которые для осетиноведения еще ждут своего историка? Я думаю, что мы находимся на первом, я бы назвал это подростковом этапе. За 200 лет мы не вышли из подросткового. Мы выросли из младенчества, прошли детство, и сегодня мы на пороге юности, в осознании, в том числе научной проблематики, ее общественного культурного значения. И, хватает сегодня зрелости уже для того, чтобы, может быть, я и преуменьшаю, не знаю, для того, чтобы, оценить потенциал, скажем, и исторической, и смежных, гуманитарных, общественных наук. Хватает наших знаний о прошлом нашей Родины, нашего народа, для того, чтобы понять, что эти знания и лежат в центре
национально-культурного строительства, скажем, в центре оценки тех вызовов, которые современный мир перед нами ставит, в центре тех позиций, которые мы выбираем. Это вот тот оселок, тот камертон, который не позволяет ошибиться. Вот этого нам уже, с моей точки зрения, хватает. Точно так же, как достигнута и общая картина. У нас есть общая картина исторического процесса. Да, это очень важный этап. Вот, так сказать, дальше можно уже более детально жить, опираясь на этот фундамент и строить дальше здания. И, естественно, в любом строительстве нужны кирпичи, есть краеугольные камни, без которых не стоит это сооружение, ни культура, ни наука существовать не может. И, совершенно правы, конечно, когда говорите о том, что на каждом этапе нужно выбирать приоритеты. В глобальном смысле, не в смысле лакун, их слишком много, мы все их не перечислим сегодня, а в смысле, вот, как сказать, базовой проблематики, которая, мне кажется, в последней трети 20 века и в начале нового тысячелетия самое главное в изучении национальной истории — это та единственная краеугольная проблема, без которой не стоит здание скифо-сармато-аланского континуитета. Не очень удачное слово, но вот этой последовательной этнокультурной, языковой, социально-политической исторической линии, в ней не хватало социальной части. История — это прежде всего социальный процесс. Конечно. И языки можно осваивать, культура легко заимствуется и переходит с небольших платформ на огромные пространства. Это все знают. И то, что сделано за 2 века было в области изучения языка и культуры, вот это индоиранская традиция, вот это, северо- или восточное иранство, севера по географии историческое, наши предки на карте по отношению к остальным иранским народам занимали северное положение, а с точки зрения языковой классификации, аланский, астинский язык входит в восточно-иранскую подгруппу. Вот это все блестяще продемонстрировано и доказано классиками мировой науки. Начиная с Андрея Михайловича Шогрина, Владислава Сгуста, Гарольд Бейли и прочее, прочее. Ричард Фрай и так далее. Да, и Фридрих Тордерсон тогда должен быть упомянут обязательно, да. Прекрасно говоривший еще по-астински, помимо всего прочего. Лежит его одна статья с его автографом «Ног аже шаламта Ф. Тордерсон». Ну, это тот уровень, на который нужно и можно равняться и уповать. Вот в этом смысле эти вопросы завершены. Но остался самый главный. И, скажем, мой профессиональный выбор и мой выбор той научной проблематики, которой я хотел заниматься, был совершенно осознан. Я, с этого начинал и, никогда это не бросал. И все, что меня сегодня занимает, тоже связано, в той или иной степени, но прежде всего с социально-исторической основой. И я, конечно, благодарен Господу за то, что, скажем, мне удалось в этом плане, несколько строчек написать, в том числе... В виде диссертаций. В виде разных диссертаций, в том числе, да, книжек там и статей. К сожалению, слишком много у нас было в последние 30 лет отвлекающих, внешних каких-то вызовов, на которые тоже мы вынуждены были реагировать. Все это касалось нашей Родины, а значит, нашей культуры, нашей истории.
нашего будущего. Вот в этом смысле, скажем, то, что я могу сегодня уверенно сказать, что, скажем, гражданская община, которая стала базовой социальной и политической формой для постгосударственной горной Алании 15, 16, Да. 17, Да. 18 до присоединения к России, дожила уже до середины XIX века и была заменена полноценной государственной администрацией. Она в абсолютном, полном, социокультурном, культурно-политическом, социально-экономическом, во всех прочих смыслах является продолжением, неотъемлемым продолжением и развитием старой социальной индоиранской традиции. Она строилась и в XIX веке на этапе своего уже ухода в историческое небытие, строилась на тех принципах, которые из того, что мы можем прочитать, описано уже в Авесте, в самом раннем древнеиранском письменном тексте, в священной книге древних ариев. И даже, как мы знаем, авестийский язык считается из зафиксированных самым древним иранским. То есть можно говорить о том, что 3000 лет удается проследить ту социальную модель, которая отразилась в скифской истории и описана в том числе даже в скифском рассказе Геродота, то, что Жорж де Мезиль и Василий Анчабаев описали для нартовского эпического общества, ассины пронесли это до нового времени. И в этом есть залог и ответ на все вопросы, которые ставит общество, любители истории, провокаторы всех мастей, да, по поводу аланского наследия, по поводу таких важных вещей, которые далеко за пределы исторической науки выходят, но которые без истории не могут получить ни ответа, ни привет. Да. Да. Вы заговорили о том периоде, который часто называют темным периодом нашей истории. А как вы считаете, можно, конечно, опираясь на более, скажем, насыщенные историческими источниками предыдущие периоды, говорить там о социальной структуре, там, о трифункциональности и так далее. А какие перспективы этот период изучить? Я имею в виду события, факты, явления и так далее. В отсутствии источников. Есть ли перспектива у нас? Я бы не назвал это отсутствием, это бедность. Да. Это бедность. Хорошо. Бедность письменных источников. Они, тем не менее, есть. И археологических немного. Археологи не любят этот поздний период тоже. Да, это этноархеология, так называемая. Да. Но, тем не менее, археологи вынуждены этим заниматься, этнографы тоже внесли свой вклад. И поэтому некоторая копилка этих фактов есть. Хорошо известно, что, например, древнейший период в истории человечества и ранняя древность находятся в таком же положении. Однако они изучаются. И у нас достаточно много накоплено знаний. Мировая наука описывает, например, гомеровский период. А там нет источников письменных вообще. Там есть Илиада и Одиссея. Крито-микенская культура находится практически в том же положении, однако толстые тома о ней написаны. В этом смысле у нас есть замечательный для этого источник устная история. Устная историческая традиция, которую начали фиксировать с середины XIX века, и которую можно все еще уловить, и мы постоянно этим занимаемся, сбором
значит, вот этого фольклорного Текст, устного фольклор. материала, да, и накоплен значительный архив. Вот за вот эти, ну, 1,5 века, скажем так. Я бы начал, если говорить о персоналиях, с Владимира Богдановича Пфафа, который очень внимательно этим занимался, и поэтому его, значит, изданные исследовательские работы являются полноценными устно-историческими источниками в том числе. Там, значит, замечательные есть россыпи таких, правда, кратких, тезисных очень, но проверяемых всеми остальными последующими, значит, как сказать, записями перекрестно, да, значит, и вот эти обстоятельства, значит, в общем, делают эту проблематику вполне разрешимой. Понятно, что, значит, не случайно, значит, не очень любят, значит, этим заниматься. Это трудно. Да, это, как сказать, в архив пойти нельзя, да. словом, да. Но то, что есть в архиве, это тоже надо сказать. В значительной степени есть также фиксация вот этой культуры, этой среды. То, что начинает записываться с середины XVIII века. Вот доехали, значит, голландские послы, так называемое Остинское посольство в Петербурге, доехали до столицы империи, и тут же их стали проверять на происхождение. Ну, по всем правилам тогдашней это известный политики. факт, Да. конечно, да. И тогда же были впервые записаны их фамилии, фамилии конкретных лиц. Это есть первая запись остинских фамилий. Во всяком случае, более ранние пока не обнаружены. И им пришлось в суде доказывать. Дошло до этого, в суде доказывать, значит, полномочия. Свои полномочия. Это благополучно все было доказано. Значит, посрамлены были все ехавшие вслед за ними, значит, соседние провокаторы всевозможные. И, значит, но для нас это счастье. Потому что эти судебные документы дают возможность очень многое понять. Понять в том числе даже ту, значит, сложную, занявшую почти 2 года систему, значит, народного волеизъявления, которая прошла по всей Осетии. То есть это не случайные люди, это люди, которые, будучи знатными, были избраны народом. И в соответствии с логистикой того времени и информационными, коммуникативными возможностями середины XVIII века у, значит, Остин, у народа, у остинских обществ ушло почти 2 года, больше 1,5 лет, значит, на то, чтобы с сентября 49-го по январь. С 47-го, Это предварительная работа. Когда, значит, было получено приглашение до 49-го года, и вот в этих вынужденно подробных исследовательских, значит, документах XVIII века этим занималась коллегия, значит, иностранных дел Российской империи и так далее, сохранились четкие указания на то, что это, значит, и в синодальных делах еще, как это происходило. Конечно, они короткие, но зато они точны. Мы говорим о XVIII веке, об отсутствии государственности, да, вот осетинские общества, они известны, и в то же время такая огромная, это же дипломатическая работа в первую очередь. Она, я думаю, она невозможна без предшествующего государственного этапа. Она была невозможна, ее, значит, поэтому с большим удивлением восприняли в Петербурге. Значит, они произвели очень сильное впечатление на российское правительство именно этим. Полной политической зрелостью, точными формулировками целей. И, значит, у России ушло достаточно много времени для того, чтобы сформулировать им ответы. И даже для того, чтобы отказать им в немедленном присоединении, как они хотели,
Именно с этим их народ отправил. Значит, аргументы пришлось, значит, излагать. И, значит, вот это отложенное на четверть века присоединение, все остальное было принято, а международно-правовая ситуация не позволяла, Не ну, как позволяла сегодня решить с Южной Осетией, международное право препятствует немедленному присоединению. Вот про аланство. Ну, в общем, обсуждалось, конечно, уже много раз и на разных уровнях вот эта битва, так сказать, за аланство между, значит, осетинами, Ну, это красиво называется борьба за аланское наследство. Да, вот можно это так сформулировать. Вот. Но, казалось бы, вот в серьезной науке все точки давно расставлены, и то, что происходит, конечно, к серьезной науке никакого отношения это вообще не происходит имеет. за пределами науки. Да, это какие-то игры политические, идеологические там, и так далее, и так далее. Вот. Но, тем не менее, мне кажется, вот мы становимся свидетелями того, что проблема, она же не исчезает все равно, хотя как бы высказываются и специалисты серьезные, и не только с осетинскими фамилиями. Но, тем не менее, эта битва продолжается, и сейчас мы видим, что даже как-то некоторые коллеги наши стали стесняться вот в каких-то там четких, однозначных формулировках. Вот я уже не говорю, скажем, о Википедии, где, если мы там откроем аланы, там будет написано, Нет, что но вот Википедия это это предки, вообще, там, значит, вот, как бы, да, каждый это из тоже нас к науке не имеет отношения. по одному разу это упомянул, и я думаю, что следом надо послать проклятие. Потому что, значит, вот я хочу спросить, это о чем? то, чего не надо читать. Да, конечно. Но чем это грозит в дальнейшем? Вот, скажем, их школьные учебники некоторых соседей наших, монографии, которые появляются с претензией на, так сказать, то есть претензии на монографию, я бы назвал. Да, с претензией на монографию. Вот. И вот это происходит, и очень часто вот, наверняка и вам приходилось, и мне приходилось слышать упреки, что «а что осетинские ученые ничего не делают, у нас вон прошлое отбирают». Ну, чаще всего это люди говорят, всегда ответным вопросом значит, как-то останавливаю. А последний раз вы когда были в книжном магазине, скажите, пожалуйста. Да. Точно Вот. так же. Да. Можно с чемоданом. Можно пойти с чемоданом и наполнить его книгами, которые... Поэтому там... вот этот упрек, значит, нашим историкам я никак не могу принять. Вот. Ну, что дальше, если вот эта ситуация так будет развиваться? И... Ну, я думаю, что, значит, вот пришлось 18 век вспомнить. Вот то, что происходило в Петербурге в связи с аланским посольством, то же самое. И в XIX веке, и в XX это происходило. По разным поводам, в разных условиях, разных обстоятельствах, с разными результатами. Но, значит, это не перебивает правды. Правду, значит, историческую, скажем, информацию, надежную, востребованную, перебить нельзя ничем. Значит, я к этому отношусь с терпением. Смирением я не отличаюсь, поэтому, значит, хвалиться не могу. Но в этом случае мне удается быть терпеливым, личным. То есть я даже не расстраиваюсь, когда все это вижу, иногда читаю там, и так далее. По той простой причине, что к науке это не имеет отношения. Это политико-идеологические построения. Значит, это вовсе не означает, что, значит, аланы не имеют такого евразийского размаха. Да, как раз огромный. В смысле своего размах. потомства. Да. Огромный вот размах. В этом может быть притягательность. Я не пойму, значит, честно говоря, вот такое желание быть аланами. Да, да. Значит, хочешь быть аланом – будем. Вот это мой личный ответ. Да. А любому представителю человечества, их 8 миллионов, если миллиардов, если все 8 хотят быть аланами, мы порадуемся. Значит, вопрос же заключается в том, что значит, наука занимается историей, значит, аланского общества, аланского языка, аланской культурной традиции. Вот этим занимается наука. Значит, а все, кто
значит, подверстывает, скажем, аланскую проблематику к своим политическим, экономическим, там, деконструктивным очень часто интересам, они занимаются чем-то другим. Историю часто путают вообще с, ну, это самая легкая, значит, безгрешная путаница, скажем, с учебником истории, особенно для начальной школы. Да нет, история сложнее. Значит, историю путают с историческими экскурсами, скажем, в прессе, особенно в политической прессе. Не может политика и пресса обойтись без истории. Без истории вообще жить нельзя. История – это биография. Значит, человек, который утром, выйдя из дома, забудет свою биографию, к вечеру попадет в соответствующее медицинское учреждение. Точно так же и любое общество, любой народ, любая страна. Поэтому без истории жить нельзя. Это форма актуального самосознания и человека, и общества, и всего человека. И государства. Да, и государства, и любого института государственного и общественного. Так вот, вот поэтому постоянно идет поиск актуальных исторических сюжетов. А для Кавказа, даже, может быть, шире, для юга России, аланы – это такая красивая оперно-балетная историческая постановка. Это такие замечательные военные, значит, ну, понятно, обстоятельства. понятно. Это такие красивые, значит, внешне, они уже реконструированы, да, и аланская археологическая культура хорошо известна. Внешнее облачение, это даже одежда есть такая образцовая, это средневековая, образцовая по уровню технологического даже развития. Достаточно прочитать обобщающие исторические труды. Культура – это максимальный набор ремесленных профессий, это города, существовавшие, значит, с первого века, это уже доказано. Это сегодня уже ясно, что государственность, имеющая тоже 2000-летние корни, да, и, значит, в этом смысле, ну, слишком занятно, слишком красиво, слишком интересно для того, чтобы этим не воспользоваться. Другое дело, что и в этом у меня нет ни малейшего сомнения, эта детская болезнь пройдет. Она пройдет. Значит, Михаил Васильевич Ломоносов боролся со своими, значит, оппонентами, профессиональными историками немецкого происхождения, которые первыми прочитали русские летописи, которые написали замечательные труды по, значит, древнерусскому периоду, значит, истории России, по истокам российской государственности и прочее, прочее. Вне зависимости от того, как мы сегодня нормандскую теорию, значит, оцениваем, это фундамент русской историографии, российской историографии, исторической науки. Так вот, Михаил Васильевич Ломоносов, которому все это не нравилось, все эти норманы, все эти, значит, немецкие студии, значит, на уровне европейской науки XVIII века, он кого выдвигал в качестве, значит, предков русского народа? Роксоланов. Ну, Роксоланы, это, да. аланы. То есть это не первый раз. Более 200 лет есть таким образом уже традиция искать в аланах, значит, своих предков. Мне она нравится. Мне она нравится, а если говорить о, значит, почему нравится? Потому что то, что востребовано, то, что ищут, то, что пытаются захватить, пускай даже украсть, как говорят некоторые, значит, наши современники, ценность повышает. Это ценно, это говорит ничего, значит, ничтожного, непригодного никто не собирается захватывать. Да. Вот, значит, и нужно было бы, по-моему, назвать еще, значит, несколько народов, в числе предков которых, несомненно, есть аланские группы. Я бы начал, например, с русских и итальянцев. Значит, южные русские, в том числе вот на той территории, где, к сожалению, идет сегодня война, значит, без этого не удается этим людям и этим, значит, землям обрести свою истинную родину. Так вот эти земли, Харьков, Северский Донец, Донбасс,
Это же сармато-аланские земли. Ну, Это аланская конечно. территория, значит, как сказать, на которой аланы хорошо зафиксированы в качестве, замечательно изучены археологически. Культура называется Салтово-Маецкая. Значит, так ведь? И понятно, что вот эти аланские города, из одного из которых происходила знаменитая, значит, жена Всеволода Большое Гнездо, слава богу, имя восстановлено, значит, Мария Ясыня, да? Вот итальянцы, северная, альпийская Италия. Достаточно туда попасть однажды и почувствовать, что ты находишься или в Чекале, или в Джаве, там где-то вот так. Ощущение такое. Как Северная Италия. Я Северная думал, вы Италия, скажете, скажем, об островах, о Корсике, о Балярских островах, Значит, о Сицилии. Там. С Корсикой сложнее, хотя, значит, известно хорошо, что она захвачена, остров Корсика, аланами захвачен был в V веке. Ну да, и понятно, я говорю что о корсиканцы в вандалах, значительной аланах, степени да. потомки, значит, этой аланской общины. Значит, вот и можно продолжать. Да, можно конечно. продолжать. И в этом, как сказать, вот значение этой аланской традиции. Она легко конвертируется. Я думаю, что в этом объяснение и того, что Стин, куда бы он, современный Стин, в какую бы страну, в какую бы общественную систему он не попал, в Азии или в Европе, он очень легко в нее вписывается. Он быстро находит, значит, точки опоры, в том числе, значит, я полагаю, в тех давно, значит, установленных связях, в тех, значит, оставшихся от наших сармато-аланских предков, рассеянных по миру, каких-то частях вот этого культурного наследия во множестве стран. Хочу спросить о год педагога и наставника у нас сейчас. Так, немножко от науки к образованию. Кого вы считаете учителями, такими, Ну, это которые очень для вас вот сложный и приятный вопрос, да. Ну, есть, я думаю, конечно, есть традиция, значит, Марк Максимович первыми Блиев. называть в этом случае учителей в исторической, как бы, области знания, назовем это так, исторических занятиях. Конечно, значит, Марк Максимович Блиев и, конечно, Нина Степановна Киняпина. Киняпина, да, ваш которая руководитель в МГУ. Да. в Московском университете. Это вот два выдающихся, несомненно, историка, которые на мое формирование, значит, У Нины Степановны меня. замечательный и Да, по да, Средней да. Азии, по Кавказу, о значит, внешней политике. наибольшее влияние, конечно, оказали. Можно называть среди своих учителей тех, с кем нам не посчастливилось, да, встретиться. И в этом смысле, конечно, основатели Остинской профессиональной исторической школы Георгий Александрович Кокиев и Борис Васильевич Скитский не могут быть не названы в этом контексте. Понятно, что самый великий русский историк Василий Иосифович Ключевский с того момента, когда я в далеком детстве впервые открыл курс русской истории, до сих пор мое любимое чтение. Это понятно. Но, значит, мы учились на историческом факультете Северо-Остинского государственного университета имени Косталя Ивановича Хитагурова. Особенно приятно полное название произнести. Значит, в период его расцвета. И, конечно, можно назвать многих, но я бы не смог себе отказать в удовольствии назвать некоторых из наших, значит, учителей в широком смысле. Не в смысле каких-то профессиональных занятий, а в смысле, значит, образования и жизненных установок. И воспитание, наверное, конечно, тогда считалось естественно. так. В образование это входит. Да. Значит, ну, тогда входило точно. И, значит, здесь, конечно, надо, я бы назвал нашего декана Василия Давидовича Кучиева обязательно. Я бы вспомнил Тамерлана Бекировича Тургиева, энциклопедически, значит, образованного и чрезвычайно скромного,
значит, человека, который для нас был с первого шага на факультете образцом, значит, во всем. Да, значит, первую лекцию знание, интеллигентность, глубина, и, значит, просвещенность, значит, эмоциональная отзывчивость и прочее, и прочее, и прочее. Значит, я бы обязательно вспомнил Батырбека Хаджимарча Артабаева. Он был нашим заместителем декана. По воспитательной Да, работе, конечно. да. И, значит, мы ежедневно решали с ним все жизненные вопросы. Он был вот наставником, который стоит рядом в самом полном, в самом лучшем смысле этого слова. Я не могу не назвать еще и Саламжири Алихановича Кукаева, который был для нас образцом героической биографии. Вот с этой максимальной добротой в отношении к людям. Значит, когда он был деканом, мы уже, значит, были постарше, но я хорошо помню, что все вокруг говорили, что, значит, никуда не надо ходить. Последнего двоечника и хулигана, значит, защитит Саламжир Алиханович, если тот дойдет или доползет до его кабинета. Значит, вот вспоминая, значит, этих людей, я вот смотрю на, значит, улыбку. Я одну историю... То есть нельзя не вспомнить их, да, без, значит, как сказать, доброй улыбки, без того, чтобы настроение улучшилось тут же и надолго. Действительно так. И такая забавная одна история есть. Абсолютно реальная история. Я знаю участников этой истории. Когда Саламжири Алиханович поймал студентов, значит, на лестнице где-то там под чердаком, распивающими, значит, четверть араки с пирогами. Вот. Он сказал: «Ах, баркад, мама, кабинет, мама». Вот. Они решили, что сейчас, конечно, их будут отчислять. Вот. Он их поругал за то, что они где-то, значит, на лестнице возле чердака. Вот сказал: вот вам стол, если хотите, то вот сядьте как положено и делайте так, как это положено делать. Вот действительно он был, конечно, удивительный в этом смысле человек. Вот из нынешних, скажем, молодых коллег наших, в качестве своих учеников, кого бы вы могли назвать? Я всегда этого избегаю. Вот, значит, человек должен называть своих учителей, а не учеников. Значит, Марк Максимович на одной своей книжке написал мне, и это, я думаю, можно сказать, никогда не говорил, но книжку могу показать, что если бы ты не был моим учеником, я бы хотел быть твоим. Если бы я не был твоим учителем, я бы хотел быть твоим учеником. Вот так. Значит, я думаю, что это очень огромная честь для меня. Это, значит, это нельзя не забыть, вот, не, значит, переоценить. И поэтому я с гордостью всегда называю его своим учителем. Точно так же, как Нину Степановну. Абсолютно редкого человека. Значит, такой рыцарской закалки дама. Вот так. Значит, с совершенно мужским умом и замечательными женскими, всеми необходимыми, с полным набором женских, лучших женских качеств. Давайте вот по поводу, раз уж мы об образовании заговорили, хочу спросить, как вы оцениваете нынешнее состояние исторического образования, скажем, в Осетии и в стране в целом. Вот эти реформы, которые уже много-много лет продолжаются, и которые, я смотрю, не видно пока, когда закончатся. Сейчас мы отказываемся от болонской системы. На днях заместитель министра
Фальков заявил, что магистратура себя не оправдывает. То есть я так понимаю, что в перспективе у нас будут продолжения этих реформ. Ну, это правда, магистратура действительно себя не оправдывает. Я бы не сумел найти для нее ни одного оправдания. Последний раз я с магистрами работал вчера. И действительно, начиная с последних советских лет, начиная с середины 80-х годов, с перестройки, вот уже почти 40 лет продолжается и в образовании. Вот вы сказали, в целом, что я застал лучшие времена исторического факультета, да, значит, сейчас, соответственно, сейчас кризис, не лучший. Глубокий кризис. Глубокий кризис образования вообще. И, к чести исторического факультета, так было всегда. ИСТФАК был всегда на передовой позиции. И сдался кризису ИСТФАК тоже последним. После того, как прошло лет 10, когда все уже лежали. ИСТФАК все еще стоял. Но это силы и обстоятельства сверхчеловеческие. И поэтому и нам пришлось к кризису присоединиться, влиться в общие ряды. Самообман – это грех двойной. Обман вообще грех. Но поэтому мы себя не обманываем. Я каждый день задаю себе этот вопрос. А что мы здесь делаем? А мы не можем себе позволить забыть тех людей, о которых вот сегодня вспомнили. Я не могу уйти. Я не могу сдать их позиции. Может, свои бы я сдал, а их не могу. Надо стоять. И нужно действовать и пытаться защитить эту традицию, защитить эти ценности. Свет виден в конце тоннеля. Я уверен при этом, что свет в конце тоннеля уже виден. Уже виден и уже осознанно на самом высшем государственном уровне проблема. И нет ни малейшего сомнения, что вот это поставление в центр, идеологический и политический центр даже современной реформы образования, именно истории и решения, состоявшиеся по поводу единой программы, единого учебника, единого государственного стандарта и прочего, это несколько месяцев назад уже перенесено на все остальные. По поводу истории уже есть история вопроса. Это произошло не позже 2014 года. То есть есть история. Уже прошло 8 лет. А недавно, в 2023 году, это распространено на все остальные учебники и принят точно такой же курс. Историкам в силу профессии это было понятно и в 2014 году, что значит будет так, как должно быть, как обычно, потому что это главный предмет, когда речь заходит о поворотных этапах жизни общества и государства. Уверен, что надо стоять и держаться. Главный принцип образования высшего разрушен. Его придется восстанавливать. Что это такое? Это замена способа финансирования образования. Это же люди, это работа. Это люди в штатном расписании. Конечно. Нужно столько-то людей для того, чтобы научить, для того, чтобы преподавались редкие какие-то и сложные дисциплины. Нужно таким образом отсчитывать финансирование высшего образования от количества нужных специалистов. Сегодня это разрушено, и сегодня отсчитывается от числа студентов. Финансирование происходит в бюджетных мест. Единственная кардинальная, ключевая позиция – необходимость возвращения к финансированию штатного расписания, которое позволяет научить
людей профессии. Любой профессии, не только исторической. Значит, в случае, если значит, этого не сделать, образование будет продолжать деградировать и разваливаться. И, значит, нас, как страну, ждет очень печальная будущность. Не скрою, я на опыте этих почти 40 лет для себя твердо уверен, что это было сделано преднамеренно. Все это имеет целью, конечно, не образование. Образование – это инструмент. Инструмент разрушения нашей жизни, инструмент разрушения России как государства. Значит, вот осознав это, можно вернуться к восстановлению. Конечно, это надо будет сделать на новом уровне, конечно, это надо будет, значит, заново снабдить всем тем, что изменилось в мире, все те, значит, даже опыт бакалавриата и магистратуры здесь может быть востребован. Мы все это прошли, мы все это знаем на ощупь. И, значит, если поговорить с человеком, я легко отличу, даже если он будет, значит, за стенкой, мы его не будем видеть, значит, я думаю, мы отличим человека, который закончил специалитет на историческом факультете в традиционном его виде, значит, легко мы отличим его от магистра и бакалавра с легкостью. Значит, и не в упрек, конечно, тем ребятам, которые искренне пришли, значит, в бакалавриат и потом, значит, в магистратуру. Их подставили. А у них выбора нет другого, конечно. Да? Ими пожертвовали. И вопрос заключается в том, что, значит, это нужно заканчивать. Следующие поколения вот такими жертвами стать не должны. Да, я вот тоже могу сказать, что какое-то время очень печально было смотреть на значительную часть студентов, которые не понимали, зачем они на факультете. Я веду занятия у первого курса в первом семестре. И я им, значит, разрешаю даже анонимно, задаю несколько вопросов, на которые хочу получить ответы. В том числе спрашиваю, зачем вы пришли на исторический факультет? Что вы ожидаете? И был момент, когда половина студентов точно отвечала, что я не прошел по баллам на юрфак, семестр 2, и я переведусь, мне здесь ничего не нужно. Кстати, многие уже после первого семестра думали по-другому, потому что они понимали, что тут интересно, что тут можно где-то в компании друзей обязательно какой-нибудь исторический спор заходит. Физику и химию редко обсуждают, а вот историю обсуждают. И тут можно вот как-то вот показать, что я вот это знаю, я это знаю. И сейчас ситуация, на мой взгляд, выравнивается, потому что я больше вижу таких, горящих глаз. Кардинальная перемена уже произошла. Да, поэтому будем надеяться, что тоннель скоро закончится. И мы то есть из школы уже приходят осознанно. Да, проблема в том, что те, кто сейчас в школах, они заканчивали... Не всегда они, значит, находятся на том уровне образованности, на том уровне общеобразовательной подготовки, которую должна давать школа, которая позволяет правильно воспринимать то, что дают им в университете. Вот это еще необходимо решать. Но одно без другого, ни школа общеобразовательная, без высшей, ни высшая без нее расправиться не сможет. Это единая проблема, ее надо решать. Я услышал, вот, что глубокий кризис, но надежда есть, и что наш родной исторический факультет справляется со своими задачами, скажем так. Я думаю, что, значит, будем пытаться, пытаемся. Оптимизма больше, чем пессимизма. Да. Оптимизма больше, чем 5, чем 10, чем 15 лет назад. Вот тогда такой вопрос, который у меня, например, меньше оптимизма вызывает. Я имею в виду нынешнее состояние, об этом тоже очень много говорят, и говорят не первый год, состояние осетинского языка. Сохранение, развитие осетинского языка. Принимаются разные меры, и в том числе
государственная программа разработана, которая вот, национально-культурное развитие осетинского До народа. этого была она еще содержит- программа просто Да. осетинский язык. Да, Она потом да, вошла да. в большую Вот. программу. И мы можем сказать, что там вот и мультики на осетинском, и еще что-то, какие-то современные программное обеспечение, там мобильные версии, там и нартовский эпос есть, и еще что-то делается. Но в целом, ну, пока не видно Подвижек особых нет. какого-то серьезного, вот, да, вот у нас получается. Получилось, да. понятно. Нужно Я сказать понимаю, то, о что нескольких несколько аспектах. десятилетий вот катилось вниз, мы сейчас не можем за один день вернуть. Мы можем высокий. точно сказать, сколько десятилетий. Надо отсчитывать с 1964 года. Значит, это сколько? 60 лет почти. Да. Это год, когда были окончательно закрыты школы с обучением на осетинском языке. То есть закрывать их начали с середины 50-х годов, но это продлилось почти десятилетие. В 64-м были закрыты последние. Значит, вот этот провал, это значит, культурно-языковая запущенная сфера, язык неотделим от культуры. Неотделим, конечно. Значит, она привела вот к нынешней ситуации. Когда меня спрашивают, какие я, значит, самые крупные видел исторические события, то я всегда называю два. Первое – это признание Республики Южная Осетия в 2008 году, и второе – это открытие Аланской гимназии в 2017. Значит, потому что это восстановление осетинского, официального и восстановление осетинского языка в ранге языка обучения. Значит, пускай это пока одна школа, но по этой же схеме работают несколько десятков. Огромное сейчас количество классов, желающих отдать туда классов, детей. да, там и так далее. Там конкурс, да, конечно. Но, значит, несколько лет назад были приняты предварительные решения, что в каждом районе в каждом райцентре будет такая же школа и прочее, прочее. Ее надо развивать, укреплять и прочее. Заложена замечательная основа с 2003 года, 20 лет уже продолжалась, и к моменту, когда она открылась, это было почти 1,5 десятилетия, были подготовлены все учебно-методические комплекты по значит, направлениям, значит, начального этапа и прочее, прочее. Там учебники, все было сделано. И все есть. Значит, вот специально начинаю с этого, чтобы дальше перейти к комплиментам. И, значит, потом вернуться вновь к системе образования. Признаюсь, я очень высоко оцениваю значит, вот осетинское внимание к проблемам языка. У нас не было руководителей, которые бы язык игнорировали. У нас не было министров образования, которые бы пытались его, значит, изничтожить, отодвинуть и так далее. У нас всегда были, значит, внимательные к этой чувствительной, как говорит Владимир Владимирович Путин, в этих случаях сфере значит, отношения, взаимоотношения, внимания от рядового гражданина, от пассажира трамвая до президента. Значит, все всегда, значит, этому посвящалось в должной мере. Значит, и в этом смысле, значит, только комплиментов заслуживают гражданские активисты, которые, значит, на свой страх и риск выступают с проектами. Значит, вот через Миннац я хорошо знаю, что, значит, Аслан Акаевич, вы прекрасно владеете этим материалом. Сколько у нас замечательных ребят, которые приходят с какими-то языковыми проектами, которые хотят все это поддержать и прочее, прочее, прочее. Нет недостатка. Шасарам Бомбира. Это вот тот, как сказать, легион, без которого победу одержать нельзя. И он есть. Значит, есть уже поколение молодых родителей, которые тщательно в семье этим занимаются. Однако семейная защита языка
в Нет. индустриальном, постиндустриальном, информационном, модернизированном современном обществе базой быть не может. Это, на мой взгляд, глубокое заблуждение, да, когда да, это, часто, да, кстати, да. от старшего поколения приходится Да, на дома, чтобы да, говорили да, на да. остинском. Ну, если они выросли, и они не знают сегодня, они А кто будет с ними заставляют говорить своих дома, детей... да, если они сами не дома, они никто не знают, знает, да. и у них этот комплекс Да, есть, и да. они поэтому своих детей сейчас Отдают, очень да, хотят отдать, да. требовательно к остинскому языку Значит, вот стараются учить. в этом смысле нужно от некоторых стереотипов отказаться. Значит, общество XVII века справилось бы в домашнем ситуации, как бы в семейной обстановке, но в XVII веке такой проблемы не могло быть, потому что язык – неотрывная часть того этапа культурного развития, традиционной системы культурной жизни. Она закончилась. Значит, в эпоху Костахи-Тагурова. Это этап завершения традиционной культуры. Это, значит, Осетия уже 1,5 века живет в системе модернизированной, современной, общечеловеческой, значит, быстро развивающейся культурной схемы. И, значит, большое счастье, что было у нас вот это поколение, Коста и так далее, которые обеспечили национальное возрождение и обеспечили современное существование народа. Но времена изменились, система культурных, значит, связей, целей, актуальных технологий совершенно иная, и без образования это решить никак нельзя. А образование, значит, становится фундаментом, потому что главный, центральный пункт любой языковой программы формулируется очень просто. Живой язык должен функционировать как дорога в мир, как способ описания космоса, значит, как проводник в сферу знаний, как лестница социализации. Вот на разные лады. То есть, если говорить о том, что у нас в языковом смысле ждет и каковы опасности, то, значит, вот, резюмируя, скажем, если язык не дает образования, если на языке, на котором нельзя получить, ну, хотя бы определенного уровня современное образование, обречен. Значит, к этому образованию важными сопутствующими, значит, направлениями может и должно быть многое. Должна быть литература, должен быть театр, должны быть в обязательном порядке на родном языке средства массовой информации. Должна быть создаваться языковая среда, одним словом. Но базовой, фундаментальной, центральной, ключевой частью языкового современного развития может быть только школа, только образование на родном языке. Ну, минимум это начальная школа. Значит, как общеобразовательный максимум я всегда был и остаюсь сторонником полной средней школы на родном языке. Значит, вот та система поликультурного, полилингвального образования, значит, одним из авторов, который, значит, мне посчастливилось тоже быть, это то, на чем строится и Аланская гимназия, и другие, включая дошкольные некоторые учреждения, значит, сегодня у нас. Значит, наиболее успешно это происходит, конечно, в дошкольном возрасте там, и прочее, прочее. Так вот, это сегодня работает. Это дало нам 20-летний огромный опыт. Значит, ну, скажем, сейчас происходит переход к единым учебникам. Единым учебникам по всей стране. Уже не будет вариативности, не будет ничего. Для остинского языка после вот этого 20-летнего периода создания учебников современных никакой проблемы терминологической не будет при переводе
федеральных учебников. То есть колоссальная работа проделана. Значит, только по осетинскому языку за эти 20 лет создано более 50 учебников. По, значит, Разного качества. Естественно, разного качества, но полных линий. Впервые в истории полных линий с 1 по 11 класс, и Иронский, и Дегорский. Значит, и для, значит, знающих язык, то есть изучающих язык в школе как родной, и для тех, кто его не знает, которые изучают как незнакомый, как иностранный, впервые. Все это создано, все это сделано. То есть база, значит, у нас есть, нужно двигаться дальше. Работают программы, они работают. В чьих руках ключ от этого? На чьей стороне поля мяч? Общество. Общество, родители. Ну вот вы Значит, только что вы хвалили там молодых родителей. Родители. А на самом деле ведь есть и значительная часть тех, которые говорят, коему астизмом лучше Да, пусть ходит на русский, конечно. чтобы ЕГЭ нормально сдал. Значит, Вот. ну, у нас сегодня же не дипломатический раут, а Мы честный, о проблемах серьезный говорим, да. разговор. Поэтому, значит, нужно сказать, как и в прошлые эпохи, как 2000 лет назад, как 1000 лет назад, как 500 лет назад. Аланы разделятся снова. И кто-то станет итальянцем снова. Кто-то Ну, еще хорошо. кем-то. Да, с детьми- А кто-то с детьми- останется, значит, беречь древнюю традицию дальше. да. Значит, ну, так живет человечество. Так живут аланы. В V веке уже есть латинский источник европейский, описывающий то, как они легко расстаются с родным языком. 1500 лет прошло, а они все еще расстаются. Ну, вот с детишками понятно. Я абсолютно согласен. Чем раньше начинать, тем это будет легче, тем это будет эффективнее. А вот взрослому человеку легко выучить язык. И есть, и мне это неоднократно приходилось слышать, такая, ну вот как это сказать, городская легенда. Руслана Сулеймановича Абзарова, значит, приводят в качестве примера того, вот он в Баку родился, он там вырос, он вообще не знал по-астински, и вот он, значит, во взрослом возрасте выучил язык, поэтому было бы желание, можно я выучить. не буду называть автора этой шутки? Можно Я хорошо его помню, ну их нет уже, этих людей. Значит, это анекдот, это придумка, потому что, значит, вот сегодня мне иногда не с кем поговорить, а в детстве было с кем. И не имеет ни малейшего значения, в какой точке земного шара кто из нас родился. Значит, я с детства слышал родной язык, я каждое лето бывал в родном Зильге. Значит, и поэтому я хорошо помню себя, значит, 5-6-классником, который с листа, когда заканчивались осетинские книжки, я дедушке и бабушке читал русские книги, синхронно переводя их на осетинский, занимая таким образом их досуг. Они почему-то любили меня послушать. Значит, вот все остальное придумано. Я, к сожалению, не встретил на своем не очень коротком уже жизненном пути ни одного человека, который вот так изучил астинский язык, не зная его Перед дома. вами сидит Руслан Сулейманович такой человек. Правда? Абсолютно. Да. Значит, я сегодня не зря проснулся. Значит, замечательно. Когда я рассказываю, что я выучил осетинский язык в армии, никто не верит. Армия – это замечательное место для владения родным языком. Да, я на самом деле, конечно, прекрасно понимал, говорил очень плохо и стеснялся, как многие городские ребята стесняются. А вот в армии, где со мной служили ребята из Камбелеевки, из Ильхотова и так далее, очень часто возникала необходимость пообщаться на родном языке между собой, чтобы тебя никто не понимал. И они меня вот за 2 года моей службы, кстати, в городе Баку, вот, я помню, бабушка очень удивилась, когда я первый раз написал из армии письмо на астинском языке. Вот. Поэтому прецеденты есть. Я всегда старался и продолжаю стараться писать
если есть кому, и электронные, и бумажные письма на родном языке, мне кажется унизительным, оскорбительным осетину написать на каком-то другом языке, если он родной язык знает. И точно так же мне совершенно непонятно широко распространенная традиция в латинскими буквами, английские, англицированные, англизированные, почтовые, имейловские адреса, в которых содержится фамилия, это часто бывает, заканчивать русифицированной формой. Понятно. Мне это странно. Мне странно, когда я вижу наших художников, претендующих быть членами национальной школы живописи и графики, замечательной при этом, об этом весь мир знает, которые подписывают свои произведения на разных других языках. Фамилиями, они звучавшими... просто об этом не задумываются. У Туганова есть работы, где Туганты написано, а есть где подписано Туган. Да, но Туганов жил в другое время. И когда Василий Иванович Абаев молодым человеком начал подписываться Зорати, его через некоторое время остановили, и он вынужден был всю жизнь остальную писать. Это политические обстоятельства Абаев. А Журата — это ветвь Абаев, к которой он принадлежал. Да. Точно так же и с Махарбеком. А у наших современников такой проблемы нету. И то, что это происходит непроизвольно, это меня и впечатляет. Потому что надеюсь, художники беседы наши именно непроизвольно этого не должно бы происходить. То есть непроизвольно надо принадлежать какой-то культурной традиции. Или, я всегда, поздравляю, тех людей, которые сделали осознанный выбор и присоединились к каким-то великим народам, великим культурам. Это тоже вызывает уважение. Это выбор, это вызывает уважение. Но, это всегда происходит непроизвольно, а потом осознается. Вот я желаю всем им непроизвольно продолжить свои изыскания и однажды осознанно остановиться. Понятно, замечательно. Вот, еще такая проблема. Север и юг Голландии. Много мы говорим о интеграции, о взаимодействии, но по факту мало делаем. И на севере, и на юге для этой интеграции. Вот мы сегодня говорили о госпрограмме «Национально-культурное развитие осетинского народа». Развитие может быть только вместе севера и юга, я считаю. Там был раздел большой, касавшийся взаимодействия с Южной Осетией. Это, кстати, языка касается. Речь шла об издании, например, какого-то периодического органа, журнала, посвященного проблемам осетинского языка, совместного. Язык развивается. На севере он развивается так, на юге он развивается немножко по-другому, и это не очень хорошо, на мой взгляд. И еще какие-то культурные программы совместные, научные. В том числе это может быть что угодно, включая, я не знаю, там, геофизику, изучение там, землетрясений, того, как двигаются плиты. Все решения состоялись. Но... И вот этот языковой журнал и прочее, это часть большой языковой программы. Уже созданы и комиссии совместные в прошлые годы. Уже создана отдельно терминологическая комиссия. Они не работают. Чего-то нам не хватает. Что-то, не позволяет сшить это пространство. Или непонимание серьезности Я проблем. думаю, что это часть общекультурной, общеязыковой нашей некоторой незрелости. В Жагандар Ташнау, в смысле расхождения юг-север, нет там такой проблематики. Есть, есть терминологический выбор в прессе. Вот он отличается. Худжарин формулирует иначе, чем Рождинат. Да, иначе. Есть формы грамматические, которые используются там и здесь, и которые раздельны. Мне непонятно.
Меня они не смущают. Когда-то это станет, как сказать, Предметом изучения. формой синонимического богатства. Вот намного хуже обстоит дело, скажем, с информационным пространством. Я бы начал вообще вот это, значит, эту тему с того, что у нас не получается сшить информационное пространство. Значит, нет кнопки, на которой юго-остинское телевидение и радио легко доступное, значит, владикавказцу. Значит, можно его найти, конечно. Можно найти в интернете там, и прочее, но это не входит в джентльменский набор информационного выбора, информационного постоянного пространства. Значит, я бы вообще его не делил, если бы была такая возможность. То есть я думаю, что должны быть какие-то совместные, и чем больше их будет, тем лучше, совместные проекты Юга и Севера. Вот мы сидим сегодня в телевизионной студии, да? Да. Должны быть вот эти проекты. Они должны быть не на уровне того, что значит, мы друзья, и мы иногда будем встречаться, обсуждать наши проблемы, и мы вообще принадлежим к одной культуре, к одному народу, и прочее. И слова — это слова, они пустые. Молча надо сделать это пространство. Мы даже не знаем, какие книги единым. там издаются. Вот Значит, туда попадаешь, оказывается, это вообще огромное беда. количество Это вообще замечательной, беда. интереснейшей Да, литературы. значит, не доходит, как не доходило в советское время, но в советское время 2 обкома работали по специальной программе, сегодня это уже известно хорошо, пытаясь разделить, значит, как сказать, юг и север, там, и так далее. Были какие-то, значит, ассимиляционные и другие какие-то культурно-политические программы. А, значит, сегодня что мешает? Нет магазина, где можно было купить. Значит, вообще, пользуясь случаем, много раз это, значит, говорю, считаю, что это очень важно. Сейчас много инициативного книгоиздания. Есть люди, которые тратят свои средства на то, чтобы, значит, издавать книги какие-то. Это замечательно. Это свидетельствует о высоком уровне культуры. Это свидетельствует о том, что, значит, общество понимает ценность знания, литературы, языка и все прочее. Я сегодня книги... приобрел для музея книгу Да. Гегодза Сохова, посвященную Коста 1909 года, которую он издал инициативно и потом раздавал. Он хотел ее... Оригинал или... Оригинал, да. Поздравляю. Значит, она издана как сказать, несколько лет назад. Я знаю, репринт. К юбилею репринтом. Да. Значит, замечательное издание. Но вот То есть традиция была и тогда уже. Конечно. Тогда люди... Так вот, так с этого начиналось. С частного книгоиздания начиналась, значит, Остинская книга. Первый был синодальный, значит, Да. катехизис, а все остальное, первопечатный был синодальный, а дальше все происходило на уровне частных инвестиций. Значит, но чего нам не хватает? Люди, которые это делают, не всегда понимают, что есть два абсолютно необходимых способа доведения книги до читателя. Откуда мы можем узнать о том, что вы издали книгу, если вы гордо говорите, что вы ее не продаете и в библиотеке не отдаете? Мы ее делим между собой, между родными и товарищами своими. Ну, это странно. Есть два способа сделать эту книгу, принадлежащей народу. Ее надо отдать в библиотеке, и ее нужно, значит, поместить по условной, по символической цене в книжных магазинах. Чтобы Абсолютно согласен. мы могли войти туда и Да. узнать о ней и иногда приобрести ее. дарят книги, которые человеку не нужны. Вот знакомым раздал, Да, а да. кто-то ее даже не откроет никогда. А когда человек зашел в книжный магазин и купил, Да, то это да. его осознанный Это, выбор, она ему конечно, нужна, она он ее ему- почитает да, обязательно, раз он за нее заплатил Да, деньги. да. В этом смысле я А, согласен. значит, если, значит, ну, скажем, есть препятствие того, чтобы продемонстрировать, что это благотворительное издание, если это имеется в виду,
то и на книге можно написать, что вся выручка пойдет туда-то и туда-то. Вот и все. Еще вопрос про юг. Вот каждый раз, когда там бывают президентские выборы, одним из обязательных лозунгов, который, значит, провозглашается практически всеми, наверное, кандидатами, это вот мы объединяемся, мы вот сейчас войдем, мы уже договорились, входим в состав Российской Федерации, объединяемся с Севером, наконец, наша мечта о едином государстве, аланском, она вот осуществится. Какие перспективы? И, кстати, появляются ведь сегодня голоса и в пользу того, что не надо объединяться. У нас вот сегодня есть государство аланское, самостоятельное, отдельное. Россия нам, спасибо и огромное, помогает, поэтому торопиться никуда не надо. Ну, значит, я думаю, что оба взгляда имеют право на существование. Конечно. И наличие государства – это подарок судьбы, подарок истории. Тем более, что подарок этот получен из рук великой мировой державы. Значит, признание со стороны России, даже в случае не было бы, если бы не было признания Сирии, Венесуэлы, Никарагуа там и так далее, Науру, более чем достаточно для существования полноценного государства. Вопрос там в другом. Исходить нужно из того, что вся Осетия однажды сделала свой исторический выбор, и аланским государством нового и новейшего времени, несомненно, является Россия. Значит, когда поехали послы в 1749 году, они поехали восстанавливать аланскую метрополию, аланское государство. И они сделали этот осознанный выбор, они выбрали в качестве национального государства Россию. Тогда это была империя, потом этот выбор повторился в эпоху революции и гражданской войны, потом он третий раз повторился на фоне распада СССР, да. когда Южная Осетия немедленно провела референдум, значит, требуя оставить ее в составе СССР и России, объединив с Южной Осетией. После этого еще несколько раз был выбор народа, выбор жителей Южной Осетии, значит, провозглашен. Я очень горжусь тем, что с первого момента, с момента создания паспортной системы в Южной Осетии, я полноценный ее гражданин, и поэтому я помню, я участвовал во всех необходимых выборах там и так далее. Давно и надежно заявлено все. Значит, можно использовать это в разных форматах, в том числе, естественно, использование этого лозунга в период политической борьбы. Это абсолютно естественно. Политика из этого и состоит. Значит, но лозунга объединения, вхождения в состав России, но после того, как Осетия многократно заявила о своем выборе, в том числе конкретное государство Алания, это второе альтернативное название республики, да. Южная Осетия, значит, в том числе на референдумах, в том числе в парламентских обращениях своих. Значит, после этого, значит, понятно, что Россия может только дать ответ. Значит, вопрос можно политические сложности, как ситуация при Елизавете Петровне. Да, сколько времени понадобится для этого России, сколько препятствий потребуется международно-правовых преодолеть, в каких политических, внешнеполитических, международных контекстах это окажется возможным, можно только пока предполагать. Важно то, что сколько угодно можно провозгласить со стороны Осетии, ответ России будет в этом случае, значит, ответом на этот исторический вопрос. Мы сделали все, что могли, все, что от нас зависело. И то, что это камертон общественного сознания, в том, что это мечта
ну уж точно теперь уже вековая, потому что значит, не исполнен был советской властью главный пункт решений второго значит, Остинского съезда Остинского народа, состоявшегося в июне 1917 года, до Октябрьской революции, о объединении и дальнейшем значит, не выходе ни при каких обстоятельствах из состава России. Значит, вот это больше века, вековая мечта. Ну, будем надеяться, что мечта эта сбудется, и самим нам все-таки надо больше взаимодействовать, и больше интеграции, и больше работать. Вот эта история борьбы, героической борьбы Южной Осетии. Остин и Осетию знают в современном мире, потому что вот эти трагические страницы состоялись. Потому что Южная Осетия, как, значит, неприступная крепость, выдержала все испытания истории. Значит, зафиксировав не только жизнеспособность южной ветви остинского народа, но и, я очень на это надеюсь, значит, самостояние современной Алании в целом. Да? И в этом плане, конечно, нам порознь жить нельзя. Никакие административные, никакие государственные границы этому препятствовать не могут. И самое важное, что при любых обстоятельствах нам надо сшить это информационное, культурное, языковое пространство раз и навсегда. И никому не позволять его делить, точно так же, как мы не позволили и отстояли свое национальное и социально-политическое единство. Спасибо большое. Спасибо за интересный диалог, Руслан Вам Васильевич. спасибо.